прямом эфире вечерний выпуск новостей в студии телеканала «Унбир» Мирим Маданбекова. Здравствуйте. Анонс главных событий, произошедших сегодня. 7 человек задержаны по подозрению в причастности к совершению теракта в Лондоне. Британская пресса при этом полагает, что настала новая эра терроризма. На данный момент Российско-Кыргызский фонд развития освоил почти половину первоначального финансирования, которое предполагалось выдать в виде кредитов кыргызстанским бизнесменам. И мэрия Бишкека продолжает сносить незаконные постройки. 6 января текущего года специальное ведомство упразднило более 900 объектов. Подробнее смотрите далее. Семь человек задержаны по подозрению в совершении теракта в Лондоне. Полиция продолжает расследование в Бирмингеме, в самой столице и других регионах. Между тем стало известно, что ответственность за данный теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Напомню, нападение на Вестминстерском мосту рядом со зданием парламента в Лондоне случилось накануне. Террорист сначала въехал в толпу на машине, а затем набросился с ножом на полицейского. В результате инцидента, по обновленным данным, погибли 4 человека, включая нападавшего. Около 40 человек получили травмы. МИД Кыргызстана сообщил, что среди погибших и пострадавших граждан страны нет. К другим темам. В Нарыне сегодня прошел митинг. Участники акции просили повысить количество льготных киловатт-часов электроэнергии для жителей региона с 1000 до 2. В данное время жители Высокогорья, тратящие до 1000 киловатт-часов электроэнергии, в месяц платят по 77 тыинов за 1 киловатт. При этом все остальные граждане Кыргызстана имеют право платить 77 тыинов в том случае, если расходуют не более 700 киловатт-часов. Зампред национального энергохолдинга Нурлан Садыков объяснил собравшимся, что предприятие без того пошло на уступки жителям высокогорных районов, а превышают лимит энергопользования в основном те, кто отапливает электричеством большие помещения. В итоге участники акции решили собраться вновь на следующей неделе. Отмечу, на покрытие льгот для жителей высокогорных районов в прошлом году правительство выделило 46 миллионов 300 тысяч сомов. Российско-Кыргызский фонд развития обещает регулярно отчитываться о своей работе перед обществом и журналистами. Как сообщают в организации, на сегодня уже освоена почти половина первоначального финансирования, которое предполагалось выдать в виде кредитов кыргызским бизнесменам. Также уточняется, что на данный момент фонд активно начал работать через микрокредитные компании, что, по мнению руководства, уже сделало займы доступнее для малого и среднего бизнеса. Подробнее в нашем сюжете. Когда-то здесь работало 15 человек, причем оборудование, деревообрабатывающие станки было еще с советских времен. Обновить производство самостоятельно не получалось. Как говорит глава предприятия Тимирбек Туйтуев, его бизнес 13 лет скорее выживал, а не развивался. Сегодня картина иная. 40 сотрудников, большие планы и большие проекты. Туйтуеву 2 года назад выдали кредит на 5,5 миллионов сомов в Российско-Кыргызском фонде развития. Как мы вот это 2 года, как мы получили кредит, и мы так выросли, уже у нас так получилось, такие хорошие объекты такие мы закончили, как ипподром мы закончили, как правительство мы работали, как мы резиденция мы работали, такие объекты мы сделали. Это благодаря на фонду, вот это Кыргызский российский фонд, мы получили кредит. Двери, стулья, облицовку, паркет – все делают из местных материалов. Чаще всего используется карагач, иногда дуб и орех. Правда, в итоге продукт стоит дороже, чем двери из Беларуси или Китая. Примерно в 2 или 3 раза. Это плата за экологичность и натуральность, как уточняет бизнесмен. Свое сырье выходит дороже. Для нас очень важно, чтобы достаточная стоимость, она формировалась на территории Кыргызской республики и оставалась здесь. Не сырьевой какой-то придаток, да, а именно то, что мы должны развивать свою экономику, своих производителей, чтобы они могли конкурировать на этом рынке большом, который сегодня сформирован. И я думаю, что постепенно мелкий станет средним, средний станет большим. И действительно, как говорят бизнесмены, мелкий бизнес либо становится крупным, либо вовсе уходит с рынка. По крайней мере, по словам предпринимателей, в деревообрабатывающей и мебельной отраслях именно так.
Крупные цеха развиваются за счет кредитов, небольшие производства вынуждены за ними тянуться. Кстати, среди приоритетных сфер для финансирования – строительный сырьевой бизнес. К примеру, фонд выдал 20 миллионов сомов фирме, которая производит щебень и песок для Бишкека и Чуйской области. Сейчас в данное время производительная мощность у нас 190-260 тонн в час перерабатываем инертного материала. До этого мы перерабатываем порядка 60 тонн в час. После того, как мы взяли кредит в 20 миллионов сомов, мы повысили свою мощность порядка в 3 раза. Песок и щебень покупают обычно для строительства дорог, фундаментов, железобетонных каркасов. Правда, речь об экспортоориентированности в этом случае не идет. По словам Нурдина Абджалбекова, объемов производства его предприятия хватит лишь на обеспечение сырьем Чуйской области, да и то не всей. Впрочем, сырье нужно скорее для развития смежных отраслей, и этого достаточно, чтобы фонд признал предприятие подходящим для кредитования, как уточняют специалисты. Что же касается экспортоориентированных сфер, то тут лидирует сельское хозяйство. Также новый продукт, который мы сегодня рассмотрели и практически утвердили, это продукт по развитию плодово-ягодных хозяйств. Это те хозяйства, которые более льготные условия, это до 2 лет каникулы, на 7 лет мы предоставляем эти средства. То есть для того, чтобы наши хозяйства, они начали переходить на те продукты, которые именно экспортно ориентированы, то есть яблоки, абрикосы. Всего же с момента основания фонда вплоть до 20 марта 2017 года кыргызским бизнесменам выдано кредитов на общую сумму в 210 миллионов долларов. Это почти половина уставного капитала организации. Финансирование получило 685 проектов. Сейчас фонд одобрил работу через микрокредитные организации. По мнению правления, именно такой способ выдачи займов будет наиболее простым, надежным и быстрым, а значит, и желающих получить кредит станет больше. Юлия Палькина, Уран Джапаров, телеканал ОНБИР. Продолжаем новости. Мэрия Бишкека взялась за снос незаконных построек. Как рассказал директор управления землепользования и строительства мэрии Талант Иманакун, с 6 января ведомство ликвидировало более 900 объектов. Среди них рекламные конструкции, павильоны и объекты капитального строительства. Иманакун подчеркнул, что за самовольную застройку хозяев объектов штрафуют на сумму от 5 до 20 тысяч сомов. Мы продолжаем выпуск новостей на телеканале ОНБИР. Не переключайтесь, далее в программе. На границе между Кыргызстаном и Казахстаном сегодня заработал КПП «Токмок» автодорожный. Пункт был закрыт на реконструкцию в сентябре 2016 года. Метеорологи обещают аномальную жару в 2017 году. Только за первые 3 месяца наступившего года в США было зарегистрировано 11 тысяч температурных рекордов. И программа развития ООН создала рейтинг развития человека. Среди 188 проанализированных стран Кыргызстан занял 120 место. Все подробности далее. Коррупционный скандал в Японии. Как сообщает информационное агентство Reuters, жена премьер-министра Синдзо Абе в 2015 году передала около 1 миллиона йен директору националистической школы Янусори Кагиоки. Об этом сам Кагиоки заявил в японском парламенте под присягой. Как уточняется, ранее возникли вопросы о том, как патриотическая школа смогла получить участок государственной земли за 1/6 от рыночной стоимости территории. Премьер-министр Синдзо Абе, тем не менее, говорил, что его супруга не платила никому денег, а сам глава правительства не причастен к сомнительной сделке. При этом жена руководителя кабинета министров является почетным директором названной патриотической школы. Образовательное учреждение, к тому же, носит имя премьер-министра. К другим новостям. На границе Кыргызстана и Казахстана сегодня заработал контрольно-пропускной пункт «Токмок» автодорожный. Ранее КПП был закрыт на модернизацию в рамках работы по развитию инфраструктуры страны в соответствии с требованием Евразийского экономического союза. Сейчас пропускная способность пункта оценивается в 700 автомобилей в сутки и 5000 человек. Здесь построено новое двухэтажное здание с комфортными залами для оформления документов пассажиров и поставлены новые кабины паспортного контроля. Как отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, на церемонии открытия правительство запланировало модернизацию всех КПП на границе с Казахстаном. Планируется, что работы по реконструкции пропускных пунктов будут закончены к осени 2017 года.
В соответствии с требованиями ЕС и в целом международным стандартам, 9 марта в Карабуринском районе Таласской области открылась фитосанитарная лаборатория, отвечающая международным стандартам. В ближайшее время в эксплуатацию будет сдана еще одна фитосанитарная лаборатория в Тюбском районе Иссыкульской области. Во всех областях страны ведется строительство и ремонт ветеринарных фитосанитарных лабораторий. До конца 2017 года в Кыргызстане будут введены в эксплуатацию 13 фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. На эти цели государство выделяет 190 миллионов сомов. К другим темам. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2017 году Землю ожидает аномальная жара. По словам синоптиков, 2016 год побил все рекорды температуры. Уровень Мирового океана поднялся, а содержание углекислого газа в атмосфере возросло. Что же касается года текущего, то и на него прогноз нельзя назвать утешительным. Прошлогодние тенденции, скорее всего, только усилятся. Метеорологи отмечают, что наблюдаемые климатические изменения можно назвать чем-то принципиально новым. Так, к примеру, только в США за первые 3 месяца текущего года было зарегистрировано около 11 тысяч температурных рекордов. И напоследок, программа развития ООН опубликовала индекс человеческого развития за 2016 год. Кыргызстан в нем занял 120-е из 188 возможных мест. По сравнению с прошлым годом, по мнению ПРООН, ситуация в нашей стране не изменилась. Республика осталась на том же месте. При этом Россия, к примеру, оказалась на 49-й позиции. Казахстан на 56-й, а Узбекистан на 105-м. Из стран Центральной Азии в списке Кыргызстан обогнал только Таджикистан, который оказался на 129-м месте. В докладе сказано, что в целом уровень жизни людей за последние 25 лет повысился. Все больше жителей планеты получают образование и имеют доступ к основным социальным услугам. Отмечу, индекс составлялся по таким критериям, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, продолжительность обучения и способность прожить долгую и счастливую жизнь. В первую пятерку списка попали Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. Это были новости на телеканале УНБИР. Оставайтесь с нами. До встречи.